ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Ухтинская центральная библиотека на один вечер изменила график своей работы, чтобы присоединиться ко всероссийской акции «Библия. Ночь». Этот проект реализуется уже 8 лет подряд, но главное книгохранилище нашего города решило поучаствовать в акции впервые. Основная особенность – продлить рабочий день и привлечь как можно больше новых читателей. Поэтому в пятницу, 19 апреля, Ухтинская библиотека работала не до 19:00, как обычно, а до 10 вечера. Мы назвали нашу библио-ночь «Библиосумерки», так как она начинается в 19 часов. Наши библиосумерки посвящены поэту, критику русской литературы Василию Николаевичу Гоголю, потому что в этом году ему исполняется 210 лет со дня его рождения. Чтобы передать колорит произведений Гоголя, сотрудники Ухтинской библиотеки устроили для своих посетителей настоящий телепорт. Из Ухты прямиком на хутор близ Диканьки. Тут и черт из «Ночи перед Рождеством», и филиал Сорочинской ярмарки, для пущей убедительности национальные украинские костюмы и традиционные песни. Що ця музика чарівна не для мене, а для іншої була. Также для посетителей предложили несколько развлекательных площадок – игру-бродилку, конкурс на скорочтение, кинозал и тематические фотозоны. А чтобы никто не проголодался – шведский стол. Разумеется, на украинский лад. Да-да, куда ж без сала и традиционных вареников. Ну и не только. Тыква, которая растет, в Ухте теперь растет. Так, баранки в магазине мы купили, сами не делали. Морковку вырастили на огороде, картошку то же самое. Сегодня у нас блины с творогом и с мясом тоже накрутили. Все, и вареники, в основном украинское национальное блюдо такое. Борщ, конечно, мы не понесли. Ну, ничего страшного, обошлись и без него. Прошедшие акции организаторы остались довольны. Говорят, сделают это своей традицией. Тем более, что и зрители не обошли вниманием мероприятия. Библиосумерки собрали порядка 140 посетителей. Но им не придется ждать еще год, чтобы посетить мероприятие подобного характера. Следующий праздник состоится тут 24 мая, в Общероссийский день библиотек.